Глава Владикавказа Махарбек Хадарцев продолжил серию субботних обходов городских объектов. Вместе с ним в Музей истории Владикавказа пришли работники администрации. Посетителям провели экскурсию, рассказали об уникальной истории здания. Здесь в свое время издавались газеты «Казбек» и «Терек». Печатные станки отреставрированы и сегодня готовы к работе. После Махарбек Хадарцев посетил стационарную экспозицию музея, которая знакомит с историей развития города со дня основания крепости Владикавказ и до 20 века. Глава муниципального образования остался под большим впечатлением и обещал всяческую поддержку музею. Мы думаем приложить максимум усилий для того, чтобы музей развивался. И когда музей станет достаточно высокого уровня, то рекомендовать школам Владикавказа, чтобы старшеклассники проводили здесь уроки истории. Каждый житель города Владикавказ должен знать историю этого города, как он начинался, как зарождался, кто строил, кто жил. Обещаем, что музей без внимания не останется. Мы, надеюсь, будем закладывать какие-то деньги ежегодные для того, чтобы музей развивался, в музее появлялись экспонаты. Инспекция посетила здание бывшего планетария. В плачевном состоянии оно находится не первый год. Необходимо срочным образом менять кровлю и окна, а также привести в порядок затопленную часть. По словам главного архитектора города Аслана Караева, здание находится в подвешенном состоянии. В 2009 году имущество было передано из муниципальной собственности в государственную, однако документальное подтверждение отсутствует. Конечно, сначала нужно нам определиться юридически, за кем, как оно стоит. То есть, если мы его обратно забегаем, если они не хотят его забирать, мы его берем на свой баланс и потихоньку начинаем им заниматься и восстанавливаем его как. Как отметил Махарбек Хадарцев, на новой неделе начнется определение собственника здания и подготовление к реставрационной работе. Далее городские чиновники отправились в детскую художественную школу имени Тавасиева. Школа с 93-летней историей прославлена тем, что в ней работал Николай Жуков. Директор школы провела для главы муниципального образования экскурсию, показала кабинет прикладного искусства и пригласила на урок живописи. Несмотря на размеры здания, мест для занятий не хватает. Классы переполнены, недостает помещения и для музея, где можно будет выставлять детские работы. Глава муниципального образования сразу обратил внимание на то, что здание нуждается в срочном ремонте. Вы сами все видите, в каком состоянии эта школа, детская художественная школа. Не хватает классов, не хватает помещений. Вот мы заходили сейчас в большое помещение, где планируется сделать музей, потому что мы заходили в кладовую, где хранятся эти рисунки детские учеников этой школы. Поэтому, конечно, они должны висеть. И люди, которые должны приходить в школу, они должны это видеть должны родители, которые отдают. Директор говорит, что очень много желающих, но, к сожалению, всех желающих они не могут принять, поэтому они думают, как бы расширить, увеличить классы. Махарбек Хадарцев пообещал, что инспектирование районов города будет продолжаться. Фатима Макиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.